Гадаю день, який дав нам Пан, який дав нам Пан. Зрадуємся, Ісу тешимся ми, Ісу тешимся ми. Гадаю день, який дав нам Пан. Зрадуємся, Ісу тешимся ми. Гадаю день, який дав нам Пан. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Ти откупив нас Твоєю кров'ю, Пані, з кожного роду і мову, і народу, і племені, і зробив нас володарством для Бога нашого. Аллилуйя. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласти эту наисвятейшую охвяну у всех тих интенций, які были прочитаны, які доверяем Божьей милосердности. Пане, Ты посланный здоровит скрушенных сердцем, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Христе, Ты пришел покликать грешников, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Пане, Ты сидишь правонушай церковь заступаться за нас, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Молимся. Боже, Ты надеюсь, светлоши душа. Учени просим, как мы годно взносили до Тебе наши молитвы, и всем сердцем за все мы Тебе прославляли. Распана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей владарец в едности Духа Святого, Бог празднуй все веки вечные. Читание книги «Дел апостолов». У той дни один из фарисеев по имени Гамалиэль, наставник закона, поважанный усім народом, устал на месте посещения и загадал на хвилину вывести апостолов. После сказал: «Мужи израильские, добро подумайте, что хочете сделать с этими людьми. Бо недавно перед этим з'явився Теофан, видаючи себе за когось великого. Долучилося до його каля 300 чоловік, але ён був забитий, і усі, хто слухав його, розійшлися і зникли. Після його під час перепису з'явився Юда з Галілеї і повів народ за собою, але ён загинув, і усі, хто слухався його, розсіялися. І тепер кажу вам, отступитеся от этих людей и покиньте их, бо коли гэта задума и гэтая справа от людей, то яна зникне, а коли от Бога, то вы не здолеете знищить их, как часом вы не змагались с Богом, и яны послухались его. Покликавши апостолов, сбили их и заборонили им промовлять имя Иисуса, и отпустили. А яны пошли з места посещения, радуючися, что были годные терпеть зневагу за имя Иисуса. Не переставали каждый день научать в святыне и по домах и обвещать Евангелие Иисуса Христа. Это Слово Божие. Дякуємо Богу. Одного прошу у Пана, как жизнь я готове.
życiu jako Tobie. Pan moje światło i moje zbawienie, kakoż nie bojaca. Pana słowo życia mojego, kakoż nie pomochaca. Одного прошу Pana, как жить я Тobie. Одного я прошу Pana и только этого жадаю, как жить мне в доме Pana во все дни жития моего, как сузирать хараство Pana и навекать яко святыню. Одного прошу Pana, как жить яко Tobie. Верю, что убачу добрыню Pana в Украине живи. Сподівайся на Pana, будь мужний, нехай умацується серце твоє, сподівайся на Pana. Одного прошу Pana, как жить яко Tobie. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Не хлебом один одним будет жить человек, але всяким словом, что выводится с уст Божьих. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. Читание Святого Евангелия по Яна. У той час Jezus odeszł na drugi bok Galilejskiego mora w okolicy Tyberiady. I szło za nim mnóstwo ludzi, tam już zobaczyli cudy, jakie uczynił nad chorymi. Jezus uzejszł na górę i siedział tam ze swoimi uczniami. I nabliżała się Paska, judejska świata. Kiedy Jezus uzniał oczy i zobaczył, że mnóstwo ludzi i dzieda jego skazał Filipu, gdzie nam kupić chleba, jak nakarmić ich. Оказал это вытребовываючи его, бо сам ведал, что збирався робити. Филипп отказал ему хлеба на 200 динарів не хопить, как кожному досталося хоть криху. Один з учнів його, Андрей, брат Симона Петра, каже йому: «Є ж тут один хлопець, який має 5 ячменних хлібов і 2 риби. Але что это для такого множества?» Jezus сказал: «Загадайте mi сесть, a było na tym miejscu szmat trawy. I sieli ludzi, jakich było około 5000. Jezus wziął chleby i podziękowawszy rozdał tym, kto siedział, tak samo i ryby, koliki kto chciał. A kiedy nasycili się, сказал uczniom swoim: «Zbierajcie kawałki, что zostaliście, jak niczego nie zmarnowało. Собрали и наполнили 12 кошел кавалками с 5 ячменных хлебов, якие застались пасля тых, кто ел. Коли ж люди убачили, який цуд учинив Єсус, сказали: «Он сапраўды пророк, який має прийти на світ». Коли Єсус довідався, що хочуть прийти і схопити його, каб зробити королем, знов отошел на гору один. Это слово Пана. Можно стоять, можно сесть, коридор. Брати і сестри, некалькі цікавих тем, які сьогодні хоче нам представити Слово Боже, яке хоче нас наситити і справді насичає, коли ми добре і уважно odczynił swoje uszy, a tak samo tym samym Słowo Boże przyjmie sercem, wtedy będziemy napełnieni, nawet переполнeni
Подобно для гэтых людзей, якія сёння атрымалі цуд размнажения 5 хлебов и 2 рыб. Поглядите, что все ели стольки, кто скольки хотел. Так были насыщены, что еще осталось 12 кашов с 5 хлебов. Браты и сестры, это и есть Слово Божие, и оно так действует. Мы принимаем Слово Божие, а оно у нас возрастает, так что это с вами принимается, развивается. Что нам бы хотелось поделиться с честью, что нас так тронуло, дякуючи Слову Божьему. Этим самым этой радостью, альбо этой справой, якой открыли, дякуючи Слову Божьему, можно делиться с усими. Бо она не смещается у нас, нам хочется сказать, что мы открыли новое, что мы познали. Как человек, например, открывая, ну что, новую планету. Одразу расписался в интернете, на всех соцсетях, что открыл новую зорку, какая-нибудь там такая планета, моя, такие свойства складываются с таких молекул и так далее, и так далее. И это была бы великая радость, потому что я не могу оставить это себе. Вот разъявляется открытие, то же самое Слово Божие. Нас хочешь открыть, что есть больше, чем планета, житие вечное. И насытить нас к этим житьем вечным. І гэта пра гэта мы пачулі ў сённяшнім першым чытанні. Гамалель, наставник закона, глядите. Не более что. Наставником быть, это значит иметь ласку Пана Бога. Хоть он является фарисеем, а не паўставлен наставник и промовил вельми мудрое слово. А во-первых, на чым? Кожен з нас опирається на якоїсь ведзи, на тим, що вже відбулося. Подав те 2 приклади. Глядите, коли Ісус Христос, эту секту, яку і заложив, і вона не з'являється від Пана Бога, і вона розвалиться. І подав 2 приклади. Одного чоловіка і другого чоловіка. Теуда і Юди з Галилеї заложили якусь секту, і вона так само розвалилася, коли царі. Тут Ян Бог став говорити, ми забили Ісуса Христа. Коли это не является справой Божией, оно само развалится, как ударение. А коли оно является с Паном Богом, говорит вельми мощные и мудрые слова. Как часом вы не змагались с Богом, и они послухались Его. А як мы в нашем житті змагаемся с Богом, напевно, в якийсь спосіб змагаемся с правильным життєвим, які нам може не подобаються, а може Божа справа, може в такий Бог спосіб хоче нас промовити. Это ж кому не подобалось то, что чинили апостолы. Бо фарисеи думали, что стоять на страже Божьего закона, что не знать право или доброе. Или добро. То есть он сказал, мы выконываем свою працу, как бы это слово прав Боги, Йосики, от Моисея отримали, такие, как Моисей писал, то будут такие самые. Оказывается, что Иисус Христос пришел, и его не зауважили. Он про это говорил, не зразумели. И поэтому Бог хочет промовить про другие чины, другие способы для людей. Как они зразумели, что Он хочет привести нам до тих справ, які нам не подобаються, как мы так само могли наблизиться до Пана Бога. Покликавши апостолов, поглядите, которые сидели в вязнице апостолов. Вязница не может открыть. Я вам говорю, не покинуть было, что темнота не может охватить светло. Не может. Не может. Ну не в Якубе, вы говорите, как может охватить светло? Темнота не может. После этого она и так пробивается. Мы издалека бачим, коли йдемо десь з лампочки якась, або десь їдемо по дорозі, бачимо издалека, що світиться. Фари автомобиля, где-то станка. Что здесь светится? Что это автомобиль чего-то стеречь? Хоть это является далеко, але мы уже бачим влюбляться. Апостолы сидят в этой вязнице, которая является символом темноты, а сами являются этим светлом. Это светло так мощно пробилось через весь мур, стенки, кратки, вязницы, что осветлила Галилея, наставника. Он осветленный этим. А что я хотел сделать? На силу хотели потушить. На силу хотели потушить. Ведаем добро, коли горит печка, нет, и мы открываем
знизу поддул этой печцы. Хотя печки з'является так мощно, что печка начинает гудеть и трястись. Это самое хотели сделать с апостолами. Хотели их побить, задушить их огонь. Они таким самым открыли поддул снизу, что еще больше подослано. О, то, что я говорил, меня переследовали, и вас будут переследовать. Еще больше энтузиазма, больше радости в этом силе. Радуйтесь, что были годными терпеть смелого для Иисуса. Пошли сейчас больше силы решать Слово Божие. Видите, Бог промовляет. Якийсь цікавий спосіб, ні? І може сьогодні так само, але не сьогодні, може вчора, а може завтра, так нас промовить. Просто таку тяжкость, яку мы преодолеем, и будем иметь больше отваги, больше силы, как постоять в обороне того, что доброе, что Божие, альбо справдной любовью, семейной, суженской, любовью Божией, яку Бог нам хоче, альбо не хоче, подарував цілком задарма. Аминь. Ради Иисуса Христа, який для нас помер и воскрес, как дарить нас вечным життем, узнесем до Бога наши супольные просьбы. Молимся, святый костел, как вернул свету радость и спокой возгрозла Христа Тебя просим. Молимся за политиков и керовников держав, как они клопотились о справедливости и спокое у своих краинах. Тебя просим. Молимся за тих, хто шукає правдивий сенс життя, як вони здоліють знайти його у ученні Христа. Це просимо. Молимся за усіх тих інтенцій, які ми представляємо доброму і милосердному Богу, коли це буде згодно з Його волею, нехай вислухає. Молимся за всіх інтенціях, за живих, о здоров'ї, потребних Божих ласках, оздоровленні, Божьем благословении, с утешением, а для померных радости життя вечного в благодарстве невесты Тебя просим. Молимся за нас, присутных, как мы умели каждый день жить так, як будто это опошний день нашего життя. Тебя просим. Боже, Ты послал нам Своего Сына, как Он сподорожничал нам на шляху до Тебе. Выслухай наши молитвы, учеников не завсёды близкими. Які живейший владариш, раз все веки вечные. Объявляю на него и все мое житье. И теперь я твой, назавсёды, в это мое сердце погляди. Ты, любовь моя, родимая, так я прямую по нему, все мое житье, и теперь я твой, назавсёды, в это мое сердце погляди, ты, любовь моя, родимая. Молитесь, как мою и вашу являю, но Бог, Отец Всемогущий. Надай вам Бог тремя опять рук твоих, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на радость нам и всему Христу Святому. Милосердный Боже, приби ласкаво дары Твоих верных, и дай капотуле Твоей опекой заковали открыватые ласки, и досягнули вечной радости, праз Христа Пана нашего. Пан с вами, и с духом твоим, угору серце, узносим и давай. Дякуємо Пану Богу нашому. Годна это и Справді годна это и справедлива, слушна и споведана, как мы Тебе, Пане, завсёды славили, а особливо в этот час больше урочисто обещали Твою хвалу, коли Христос был охверованный от нашей Пасха. Раз Его Сыны светла нарожаются для вечного життя, а для верников отчиняются брамы благодарства небесного.
И Он свою смертью перемог нашу смерть, а Его из мертвых повстания стало задатком нашего воскрешения. Тому откупленное человечество во всем свете радуется у воскресению Христа, а хоре ангелов разом с усими святыми спевают вставить им хвалы, неспынно ускрикаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вершинах, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вершинах. Сапраўды Божа Ты святый, крыніца усялякай святости. Там просим Тебе, освяти гэтыя дары рассою Духа Твоего, как яны станися для нас телом и крывёю нашего Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczery uziął kielich, znów Tobie padzaku składający, podał swoim uczniom każuczy: «Bierzycie i picie z jego wsie, bo гэта jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapawietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita, dla odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пати Иисус, признаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христофорения. Wspominając śmierć z mертвых powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i chleb zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Panie, про Костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаливал в любови разом с Папом нашим Францишком, biskupom naszym Józefem i усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешение, и про всіх, хто у ласці Твоєї одійшов з этого світу, и дозволь им убачить святло обличия Твоего. Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечным, у едности с Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее бранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном, Павлом, другим, сестрой Фаустиной и усими святыми, які спрадвеку подавались Тебе, как з ними и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христовым Христе, Tobie Boża Ojca Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia Wasza i chwała, razum się jaki wieczny ja. Amen. Nazywają się dziećmi Bożymi i imi zjawiają się temu pełnej wdzięczności, śmiechają się kazać: Ojcze nasz, który jest w niebie, Святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение,
але збав нас від злого. Просим Тебя, Panie, zbaw nas от всякого злого, дай ласкаво спокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от грехов и захованы всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и притча Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твоє благодарство і моць і хвала навіки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володаешь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. І духа Твоєго. Передайте ближнему знак супокою. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные покликанные на вечер Яговою. Пане, я не варты, как Ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Христос, наш Пан, был отдатель на смерть за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Аллилуйя. Ісус.
Молимся. Боже наш Отче, аховай завсёды Твоей любовью славленных Тобою веку. Ученика подкупленные в разлуку Твоего Сына, и ныне спынно радовались Его хвалебному из мертвых по устанию, яки живее и владают с нами, яки вечные. Святый Архангел Михаил, Держи нас в узмахании, будь нам обороной, супроть спокусы и пасток злого духа. Покорно просим, не обая вознишить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь убег шатана и инших злых духов, якие нас будут свою спасите. Аминь. Подавай, святейшая Вядина Твоя есть всегда, Ты, Боже, спаси нас, Божия, услыши нас, дай силу нам, один Тройцы, Бог святый, да век вам все грехи, коли закончится наш шлях земли, угодайства, славою прими. Аминь. Пане Иисус Христе, укрытый в наисвятейшем сакраменте, приходим, как просить Тебе во всех тихих днях реке, мы представили подчас этой святой мши. Так само в тихім денці реке носим у глибині своего сердца за всіх тих людей, яким ми свою молитву обіцяли, і хто її потребує у гэтую хвилину, а дари їх потребним благословенням, своими ласками, упиродольванием тяжкостью сучасного свету. А так само просим Тебя, прозвеночек за душу чистых, терпящих и законающих в эту хвилину, одари их так само ласкою покаяния и прими свое благодарство. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Wierzę w Boga i cały Всемогутного, Stworителя неба и земли, Иисуса Христа, Сына Его, единого Пана нашего, який був зачаток Духа Святого, народився з Діви Марії, замучений при Понтській Пілаті, укрижований мамёй, был похован, зашел до отхвали, третий день воспросповедует, взошел на небо сидеть праворуч Бога, Отца Всемогутного, который придя судить живых и поверует. Едность веры, отпущение грехов, возвращение тела и житье вечное. Аминь. Отче предвечный, от веры выходи, силой и кровь, душой и воздух, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Который простит за грехи наши и всякого света. Деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и всякого света. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и всякого света. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и всякого света. деле Его болезненной муки, Будь милосердный
даруем Тебе тело и кровь, душу и воздух, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, который просит за грехи наши и за Тебе говорисные муки, будь милосерден на нас и за всего света. Тебе говорисные муки, Будь милосерден на нас и за всего света. Тебе говорисные муки, Будь милосерден на нас и за всего света. Тебе говорисные муки, Будь милосерден на нас и за всего света. Тебе говорисные муки, Будь милосерден на нас и за всего света. Тебе говорисные муки, Будь милосерден на нас и за всего света. Тебе говорисные муки, Будь милосерден на нас и за всего света. Тебе говорисные муки, Будь милосерден на нас и за всего света. Тебе говорисные муки, Будь милосерден на нас и за всего света. Тебе говорисные муки. Будь милосерден на нас и за всего света. Отче справедливый, даруй Тебе тело и кровь, душу и воздух, наимилейшего Сына Твоего, а Пана нашего Иисуса Христа, Который просит за грехи наши и за всего света. деле Его болезной муки, Будь милосерден на нас и за всего света. деле Его болезной муки, Будь милосерден на нас и за всего света. деле Его болезной муки, Будь милосерден на нас и за всего света. деле Его болезной муки, Будь милосерден на нас и за всего света. деле Его болезной муки, Будь милосерден на нас и за всего света. деле Его болезной муки, Будь милосерден на нас и за всего света. деле Его болезной муки, Будь милосерден на нас и за всего света. деле Его болезной муки, Будь милосерден на нас и за всего света. деле Его болезной муки, Будь милосерден на нас и за всего света. деле Его болезной муки. Будь милосерден на нас и за всего света. Отче справедливый, даруй Тебе тело и кровь, душу и воздух, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, Который просит за грехи наши и за всего света. Тебе Его болезные муки, Будь милосерден на нас и за всего света. Тебе Его болезные муки, Будь милосерден на нас и за всего света. Тебе Его болезные муки, Будь милосерден на нас и за всего света. Тебе Его болезные муки, Будь милосерден на нас и за всего света. Тебе Его болезные муки, Будь милосерден на нас и за всего света. Тебе Его болезные муки, Будь милосерден на нас и за всего света. Тебе Его болезные муки, Будь милосерден на нас и за всего света. Тебе Его болезные муки, Будь милосерден на нас и за всего света. Тебе Его болезные муки, Будь милосерден на нас и за всего света. Тебе Его болезные муки. Будь милосерден на нас и за всего света. Отче справедливый, даруй Тебе тело и кровь, душу и воздух, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, Который просит за грехи наши и за всего света. Тебе Его болезные муки, Будь милосерден на нас и за всего света. Тебе Его болезные муки, Будь милосерден на нас и за всего света. Тебе Его болезные муки, Будь милосерден на нас и за всего света. Тебе Его болезные муки, Будь милосерден на нас и за всего света. Тебе Его болезные муки, Будь милосерден на нас и за всего света. Тебе Его болезные муки, Будь милосерден на нас и за всего света. Тебе Его болезные муки, Будь милосерден на нас и за всего света. Тебе Его болезные муки, Будь милосерден на нас и за всего света. Тебе Его болезные муки, Будь милосерден на нас и за всего света. Тебе Его болезные муки. Будь милосерден на нас и за всего света. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny.
Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami, Окроп і вода, яка я викинула з найсвятішого серця Ісуса, як кровіця милосердності для нас. Окроп і вода, яка я викинула з найсвятішого серця Ісуса, як кровіця милосердності для нас. Окроп і вода, яка я викинула з найсвятішого серця Ісуса, як кровіця милосердності для нас. Jezu, davieraju Tobie, Jezu, davieraju Tobie, Jezu, davieraju. Święta siostra Faustyna, święty Jan Paweł II, błogosławiony ksiądz Michał Zachodźko, błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz. Tajemnicu sakramentalną wspaniajmy szczeram Ciebie, tracić moc daruje prawa, Bożonowy zabawie, što nam rozum nie tłumaczy, światło wiery przywinia się, Bogu wieczna mądrość, prosławienie i chwała, i Ojcu i Synu razem, Tworcu wieczna życia, Duchu, što ma ich pochodzić, Ojcu wieczna Молимся. Боже, предпасхальний у Требницю Христа, Ти откупив всіх людей. Заховай нас праву Твоей милосердности, как мы неспынно сгадывающую темницу нашего избавления, удостоились отримать плен враз Христа Пана нашего. Udawciony pochwalony, всеми нами прославленный, najświętszy